Жители республики грибной сезон 2015 года называют непонятным. Бары Сыктывдинского и Усть-Вымского района этим летом пустые, знаменитые белые грибы там до сих пор не вышли. Зато кайгородцы и усть-куломцы могут похвастаться хорошим лесным урожаем. По грибы ходила и Анастасия Тюрнина. Ой, мало-мало. Вчера ходила, ничего, две красноколойки нашла всего. Грибной сезон в Сыктывдинском районе до сих пор не открыт, хотя обычно сосновые бары наполняются людскими голосами с июня. Грибников такой сюрприз природы беспокоит, ведь за целый день в лесах рядом с Палевицами лишь пару красноголовиков да маховиков можно найти. Обычно с конца июня первый выход уже бывает, и уже у нас очень подвижно, очень много городских приезжает жителей, которые тоже собирают грибочки, но в этом году вот тишина. Хотя прекрасно знаем, что в других районах активно идет сбор урожая. На трассе конкуренции нет. Грибы продаются лишь на 2 точках и предлагают только лисички. Здесь 7-литровое ведро за 300 рублей. Все вот такие маленькие белые, они все червивые. Вроде и дожди, погода хорошая, моментально гниют. В прошлом году перед пунктами по приему грибов и ягод собирались очереди. Сегодня точки заготовителей закрыты. Сельчане остались без дополнительного заработка. По мнению местных жителей, в неурожае виновата суровая и ранняя зима. Грибницы просто замерзли. Но на так называемый осенний выход здесь все же надеются. Конечно, будут. Куда же они денутся? Жители Усть-Куломского, Кайгородского и Карткеросского районов тем временем на дары леса не жалуются. Наоборот, грибы собирают, как говорится, лопатами. Белые, красноголовики, маховики, волнушки. Пункты приема грибов в Кайгородке, например, расположены прямо в лесу. Самые активные сельчане с полными корзинами и пестерами подъезжают сюда в день по несколько раз. Сейчас мы еще приедем. И что, мы до утра будем стоять? Да, стойте, Давайте ждите. уже на завтра оставим. Сбор грибов – дело прибыльное, говорят лесники. Если не лениться, за сезон можно заработать до 100 тысяч рублей. Анастасия Тюрнина, Олег Костромин, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган.